Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Каба, в эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях во внешней политике, заметных мировых новостях, приводим мнения экспертов, анализируем происходящее. Итак, начнем. В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия обратили внимание на недавние публичные заявления высшего политического руководства и духовенства Грузии, прозвучавшие в ходе торжественных мероприятий в Тбилиси. Очередные декларации о грядущем объединении и примирении, облеченные в форму миролюбивой риторики для внешнего наблюдателя и мирового сообщества, могут выглядеть как стремление к миру. Однако в Абхазии эти завуалированные тезисы воспринимаются исключительно сквозь призму реальных угроз и исторического опыта нашего народа, отметил в своем официальном комментарии заместитель министра иностранных дел Одиссей Бигвава. Заявления грузинской стороны о неизбежном объединении звучат без какого-либо учета суверенной воли и мнения народа Абхазии. Более того, в них отчетливо прослеживается игнорирование права нашего малочисленного народа на существование и самоопределение. Наглядным и трагическим примером для нас является судьба Аджарии, которая фактически утратила свою идентичность и политическую субъектность, исчезнув с политической карты как автономное образование с реальными правами. Подобный сценарий поглощения для Республики Абхазия абсолютно неприемлем, отмечается в заявлении. Если бы намерения Тбилиси действительно носили мирный и искренний характер, уверенный в МИД республики, грузинское руководство предприняло бы фундаментальные шаги для демонстрации своей доброй воли, а именно признание исторической вины. Первым шагом к реальному доверию должно стать официальное признание вины и ответственности за акты военной агрессии против народов Абхазии и Южной Осетии. Дипломатическое урегулирование – единственный путь к цивилизованному соседству лежит через признание независимости Республики Абхазия и установление равноправных дипломатических отношений. Юридические гарантии безопасности. Тбилиси должен прекратить многолетний саботаж и подписать юридически обязывающее соглашение о международных гарантиях невозобновления Грузии боевых действий, которое зафиксирует разрешение любых споров исключительно мирным путем, считают во внешнеполитическом ведомстве Абхазии. Вместо этого мы наблюдаем опасный дуализм, говорит в своем заявлении Бигвава. На фоне мирных молитв и политических речей Грузия продолжает интенсивно модернизировать свои вооруженные силы, получая самые современные образцы западного вооружения. Сценарии, которые отрабатываются на регулярных военных учениях в Грузии, не оставляют сомнений. Тбилиси по-прежнему рассматривает и актуализирует планы силового захвата Абхазии и Южной Осетии. Очевидно, что за концепцией мифического объединения скрывается все тот же реваншистский план очередной агрессии 5-миллионного государства против малочисленного абхазского народа, говорится в заявлении. К другим темам. В России отреагировали на очередное заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас по переговорному процессу на Украине. Речь идет о ее заявлении, в котором она потребовала ограничить численность российских вооруженных сил в качестве условия для начала переговоров с участием Евросоюза. Глава европейской дипломатии также настаивает на выводе российских войск из Молдавии и Грузии, подразумевая Приднестровье, Южную Осетию и Абхазию. Первая реакция на это появилась в российском МИДе. Ее в ироничной форме озвучила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Комментарий по поводу заявления Каллас последовал также из Государственной Думы. Свое мнение высказал член парламентского комитета по обороне Андрей Колесник. Что должны мы делать или не должны, решает сама Россия. Каллас заявляет, что мы должны. Она пусть такое заявляет внутри Евросоюза или тем странам, которые зависят от Евросоюза. Например, Украине, сказал депутат. Он подчеркнул, что Россия будет преследовать только свои собственные интересы, особенно учитывая то обстоятельство, что Евросоюз лишь имитирует желание провести переговоры с Россией, а на деле подталкивает Киев к продолжению боевых действий. Продолжаем передачу. Недавний визит президента России Владимира Путина в Пекин не является прорывным и судьбоносным. Это скорее встреча давних друзей для сверки политических часов, пишет старший научный сотрудник МГИМО МИД России Иван Зуенко в журнале «Профиль». Для Владимира Путина визит в Пекин на состоявшийся там 19-20 мая саммит с Си Цзиньпинем стал уже 25-м по счету. Сами китайцы в этой связи шутят. Большинство из нас не бывают так часто в столице
КНР. Понятно, что при такой частоте и плотности контактов, а ведь Путин и Си не только ездят в гости друг к другу, но и встречаются на многосторонних площадках типа форумов ШОС и БРИКС, не стоит от каждых переговоров ждать чего-то прорывного. Но если в случае недавнего саммита Си Цзиньпиня и Дональда Трампа главным было то, что эта встреча в принципе состоялась, то в российско-китайских переговорах ключевым видится поддержание устоявшейся практики сверки часов. Причем эту сверку лидеры России и Китая проводят не просто как политики, но и как близкие друзья. Само это слово «друг» на переговорах звучало очень часто. Владимир Путин даже процитировал стихотворение из древнекитайского сборника Ши Цзинь, в котором говорится «не виделись день, а как будто минуло 3 осени». На самом деле в классическом китайском языке иероглиф, который сейчас переводится как «осень», означал более широкое понятие «сезон», «время года». Таким образом, в оригинале имелись в виду не 3 года, а 9 месяцев, что буквально соответствует сроку, минувшему с последней встречи Путина и Си. В прошлый раз они виделись в сентябре на параде в Пекине, посвященном победе во Второй мировой войне. В общем, едва ли не самым главным на саммите было именно это дружеское общение. Понятно, что в таких условиях далеко не все, о чем говорили лидеры, может быть обнародовано. Вероятно, обсуждали и Украину, и Иран, и Кубу, и, может быть, даже визит Трампа, хотя он сам по себе никак не влиял на ход и результаты российско-китайского саммита. Однако на поверхности оказалось не так много того, что можно однозначно занести в зачет двусторонних отношений. Так, о серьезном продвижении по проекту газопровода «Сила Сибирь-2» новостей пока нет, хотя стороны и говорят, что уже почти все решено, осталось согласовать нюансы, отмечает в своем анализе Зуенко. Правда, утряска этих нюансов затянулась, и очевидно, что затык в самом главном – цене на газ в рамках долгосрочного контракта, без которого строить трубопровод никто не будет, пишет эксперт. Китайцы известны как жесткие переговорщики, умеющие добиваться наилучших условий. Например, в дни саммита стало известно, что китайское телевидение сбило цену на трансляции матчей чемпионата мира по футболу с изначальных $300 миллионов до 60 миллионов, мотивируя это тем, что КНР эти трансляции, в общем-то, не очень-то и нужны, что, правда, только отчасти, поскольку и национальная сборная в турнире не участвует и показывают матчи ночью в неудобное время. А вот в случае с газом сказать так китайцы не могут. Он им нужен, и даже очень. Блокировка Ормузского пролива, поставившая под вопрос перевозки катарского СБК на китайский рынок, серьезно усилила озабоченность руководства КНР по поводу энергобезопасности. Вероятно, это способствовало тому, что и российская позиция на переговорах стала гораздо более твердой. И это хорошо, уверяет автор статьи, и объясняет: китайцы, торгуясь, ужасно не любят упускать свое, но и переговорщиков, легко уступающих и не заботящихся о своей выгоде, не понимают и не уважают. В китайской школе переговоров огромное значение имеет принцип изменившихся обстоятельств. Если меняется один из факторов, то не грех заново обсудить и пересмотреть все условия сделки. Похоже, это и произошло на переговорах о «Силе Сибири-2». И в данном случае изменение обстоятельств сыграло на руку России. О чем же все-таки удалось договориться? Если не считать совместных заявлений и деклараций, пожалуй, главный результат решения об открытии нового железнодорожного пути на переходе Забайкальск-Маньчжурия. В российских СМИ возникла некоторая путаница, что это за железная дорога, где она и зачем. Фактически речь идет о строительстве еще одного пути с европейской колеей в дополнение к уже имеющейся в этом крупном транспортном хабе трехпутной связки, включающей 2 пути с русской колеей. Для российских граждан наиболее важным результатом саммита стало решение о продлении взаимного безвизового режима до конца 2027 года. В том, что это будет сделано, мало кто сомневался. Однако весьма символично, что на этот раз стороны объявили о безвизе совместно и по итогам дружеской встречи. Ну а сейчас мы предлагаем вам интервью с политологом Бесланом Камки, в котором обсудим взаимозависимость нового миропорядка и идеологии, особенности перехода от однополярного мира к многополярности, в том числе выражающейся в интеллектуальном кризисе, взаимосвязь внутригосударственных процессов с внешней политикой государств и некоторые другие вопросы.
Приветствуем вас, Беслан Астамурович. Здравствуйте. В последнее время политологи в экспертном сообществе очень много говорят о наступлении нового миропорядка, так называемой многополярности. Мы знаем, на чем основывалась биполярность, да, двуполярность этого мира, на чем основывается гегемония однополярного мира. Но как вам кажется, какую роль сыграет в этом новом миропорядке и как взаимосвязана с ним идеология, вообще вот вопрос идеологии? Да, правильно, такая постановка, она в этом ключе более точно отражает вот современные процессы с точки зрения вот, идеологических вот таких вот компонентов, да, международной политики, да. Потому что идеология все-таки она предшествует миропорядку, как это было в биполярном мире, то есть возникает либеральный капитализм, так называемый, рыночная экономика, капиталистическая формация и коммунистическая идеология. В общем, вот эти две идеологии, в принципе, они обеспечили вот тот миропорядок, оформили его, который мы знаем как биполярный мир. Да. То есть идеология это образы, это тот строй, который, в общем, мотивирует, организует, осмысляет, придает легитимность вот, социальным системам. Да. И поэтому, как и сегодня это демонстрируется такая последовательность, потому что мы сейчас вот как раз находимся в том цикле развития, который можно назвать платоновской идеей. Да, вот платоновская концепция идеи, когда идеи, сперва идеи, да, а потом уже реальность. Да, что идея предшествует возникновению реальности. Ну, платоновская идея в чем заключается? Что существуют идеи, и по мере их постижения мы творим реальность. Иначе это пока тени, приблизительно такие несущественные какие-то. А вот когда мы приближаемся к идеям, да, мы его и способны воплощать. И вот эта модель в международных отношениях, она как бы имеет целую свою такую, ну скажем, эпоху. Она наступила, можно сказать, сегодня. Она наступила сейчас, а предшествовала ему аристотельская модель. Это модель, когда рациональность, расчет, логика определяет выгода. Вот не случайно вот сегодня все крушится, в международных отношениях крушится все то, что связано с экономической архитектурой. Вот. Она ущербна, и вместо нее доминируют идеи. Ради идей готовы пойти на крушение всяких рынков, всяких экономик и так далее. Ну, это означает, что вот эта эпоха, в которую мы вступили, платоновская политика, это политика идеологии. Потому что идеи, эта идеология оформляется. Вот. И мы видим, как все эти коридоры транспортные и так далее, они сами по себе не чисто экономическим расчетом обуславливаются их стремление создать, а за ним стоит идеология, то есть мощь, цивилизационное обоснование, укрепление тех государств, которые, в общем-то, являются основой. То есть для укрепления их. Вот Китай тоже, то не просто транспортные коридоры расширяют, но она укрепляет свою китайскую мечту возрождения той мощной империи, которая должна простираться среди 140 государств, которые вот охватывают средний путь. И одним словом, сегодня вот рациональность, экономическая целесообразность подчиняется идеям, идеологиям, то есть идеям возрождения. Поэтому идеология, в общем-то, становится очень таким серьезным, мощным регулятивом. Но можно ли сказать, что в этом новом миропорядке нам понятно, что за идеология как бы уже существует или разрабатывается? Нет ли ощущения, что есть какой-то некий интеллектуальный кризис? Да, интеллектуальный кризис, он возник, потому что вот предшествующая эпоха, это вот 30-летняя эпоха возьмем, это после крушения биполярного мира наступает эпоха прагматизма, эпоха менеджеров, эпоха государства-сервис. То есть здесь экономические целесообразности господствовали, они определяли миропорядок. То есть миропорядок строился по принципу производить там, где дешевле, продать там, где дороже. И вот размывание национальных идентичностей в условиях глобализации такой, да, оно произошло. И вот накопление вот такого массива
прагматизма, технократизма, да, оно вытеснило, вот, скажем, или она создала вакуум, смысловой вакуум, идеологический вакуум. И, конечно же, резко возникла ситуация, вот этот вакуум восполнить его. Поэтому здесь вот идеологическое оформление, да, идейное оформление политических систем, национальных государств, она отстает. Но последний период мы видим, как, в общем-то, сильно поднимается эта волна. Ну, возьмите для Соединенных Штатов тот лозунг, который с Трампом это связано, Америка прежде всего. Что это имеет? Ведь прежде всего Америка — это ее интересы, национальные интересы, не глобальные, вот такое мессианское теперь уже вот политика актуальна, а вот возрождение тех традиций и производства, кстати, возвращение, реиндустриализации, вот, национальные границы, это становится актуальным. Одним словом, вот этот период, платоновское, скажем так, мироустройство, идеологически оформляемое, оно становится сегодня важным. Между прочим, надо сказать, она, конечно, конфликтогенна, в отличие от предыдущей, аристотелевской. Почему? Потому что там можно торговаться. Там в аристотельской модели это можно установить компромиссы лучше, легче, а здесь идейное, ценностное. Если это был бы период предшествующий, аристотелевский, да, где расчетов больше, где на расчете все, да, там можно компромиссы выработать. Да, и там можно договориться. Там можно когда это- договориться, совершенно верно. Вот поэтому сегодня мы видим ужесточение международного контекста, противостояния, он этим обусловлен, вот этим периодом. А вот если так можно выразиться, каковы контуры вот, идеологии нового миропорядка? Да, контур миропорядка, вот это будет некоторая такая мозаичность международной карты, где цивилизационные государства будут обозначать политические ареалы такие вот, которые, ну, во-первых, скажем так, что глобальные такие структуры, как ООН, они потеряют свою значимость. Сейчас больше и больше союзы государств, да, вы союзы имеете в виду? государств, да, где цивилизационность, близость цивилизации будут создавать союзы. Это вот глобальный юг, о котором мы сейчас говорим, да, Европа свою идентичность в лице Германии и других государств европейских мощных, да, они будут реанимировать свои идентичности, которые, в общем-то, потеряны, как это считается, да. Мгм. А вот давайте перейдем, скажем так, от глобального, от общего к частному, и конкретно вот к Абхазии. Допустим, следует ли из этого всего вышесказанного, что внутригосударственные процессы и все, что происходит внутри государства, соответственно, тоже имеют влияние на внешнюю политику и на то, как государство будет, условно говоря, ощущать себя вот в этом новом миропорядке, да, вот, и как это конкретно касается Абхазии, потому что, если я правильно поняла, и если мир выстраивается по цивилизациям и соединяются страны, которым близка цивилизационные идеи друг друга, то, то получается, что каждое государство отдельно взятое тоже должно определиться с идеологическими вещами, так ли это? Да, вы правильно поставили вопрос, она так и проблема такого рода и существует. Политическая система Абхазии, она не перешла пока на третью стадию. Вот это вторая стадия, мы его тщательно, скажем, совершенствуем. Вот как раз мы говорим об институтах государственных, и мы его, скажем так, корректируем. Вот, говорим о перераспределении полномочий, например, где мы укрепляем один институт, другой. Но институциональная составляющая, она у нас не решит проблему политической системы, как, скажем, стабильной, как справляющей с вызовами, с внутренними и внешними. То есть нужна третья стадия. Это третья стадия интеграции называется его. Это когда все институты созданные работают на почве каких-то прогрессивных идей. Сами по себе институты, они не могут так быстро. Мотивационный ресурс нужен, так как все страны это прошли и проходят. И вот на этой стадии нужны идеи. Вот как раз идеология такая негосударственная, которая запрещена нашей Конституцией, государство не может быть, потому что равенство других идеологий, мировоззрений тогда невозможно будет, если закрепляем. Тогда какая идеология? А вот идеология, национальная идеология, она
существует в каждом государстве. Сегодня в тех странах, где запрещена идеология как государственная, эти государства действуют сугубо идеологично, потому что мы сегодня видим, ни одно государство не может иметь тот статус, влиться в новый миропорядок без идеологии. Она должна именно идеологией, то есть обосновать, идейно обосновать свой статус. Именно что дает идеология? Идеология дает концентрироваться ресурсом, вот, всем ресурсам и упорядочиваться, то есть устанавливать балансы, и устанавливать цели достижения становится более реальным. Идеология – это мощный регулятив. Вот именно там, где оно есть. Вот смотрите, идеология, скажем, американская мечта или же китайская, вот серединный путь, она позволяет настолько мобилизовать мощь государства и заставляет все институты работать, государственно работать в том режиме, которым вот задана вот эта идея, задает она, это серьезно. Это вертикаль, это, можно сказать, иерархия, это то, что тянет вперед, это то, что созидает. И без этого институты сами по себе, это инструменты, можно сказать. Государственные институты – это инструменты. Они должны быть наполнены содержанием. Вот это очень важный момент. Правильно ли понимаю, что это примерно то, для чего эти институты должны работать? Да, правильно вы заметили, да. Они должны работать, ну, вот получается так, что они могут работать не в том духе. Вот дух нужен, как говорится. Вот, да. Ведь человек – это не просто рациональное существо, это еще ценностное. Сущность человека – это ценность. Он хочет постигать сверхзадачи всегда, это ставит. Если такового нету, то эти институты, они будут выполнять, ну, скажем так, не те функции, которые могут выполнять. Да. И вот такая идеология, которая могла бы, скажем так, мотивировать скажем, на развитие, да, на то, чтобы выполнить цели, высокие цели, которые вот существуют, да, нужна идеология. И вот эта идеология мы можем найти в коде, социокультурном коде. Вот этот код, он изображен в гербе Республики Абхазия. Да вы что? И что там? Да, вот если мы посмотрим герб Республики Абхазия, контекст всем известен, да, он со Срыква, значит, хочет спасти своих братьев, но это и народ можно представить, от темноты, от голода. И он ради этого он достает, значит, звезду для того, чтобы осветить. Но тут возникает вопрос, ведь он же мог это обычным способом сделать. Ну, разжечь костер, например. Но он это делает самым необычным образом. Он делает это такой новаторской, да, то есть тут тоже можем увидеть, что новации в абхазском традиционном смысле, оно приветствуется, если оно работает на публичное благо. Мы здесь, это наша традиция, может быть. И вот он достает звезду, и вот это мы видим смысл того, что такой смысл, если перевести его на язык социологии, то мы здесь обнаружим следующее, что если кто хочет служить публичному благу или же хочет приступить к публичному благу, то он имеет право быть таковым, если он делает самым лучшим образом. Вот такая идея здесь, самым необычным образом. Инновационным образом. Да, инновационным образом. Представляете, это абхазская традиция получается, что если служить публичному благу, а это необычным способом требуется. Очень интересно. Потому что если обычным, то понятно, что это и каждый может. А вот именно необычным образом это дает ему право быть таковым лидером. Это может и президент, это может и депутат. И это может быть каждый гражданин, кстати, который так или иначе связан с публичным благом, с публично значимым благом. Его дело. Это может и учитель, преподаватель, и даже таксист, можно сказать. Интересно. Да, и если он это делает самым лучшим образом, то это и дает ему право быть таковым. Это вот мы видим в таком случае, как публичное благо, путь развития публичного блага в этом мы видим. Но теперь возникает вопрос, а путь развития индивида тогда?
В чем заключается и как она отражается здесь? Это означает, что если каждый будет самым лучшим образом служить публичному благу, то у него остается самое ценное. Он раскрывает свой человеческий потенциал. Это условие раскрытия человеческого потенциала. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.